Сегодня мы слышали от Матфея рассказ о том, как ученики Христовы не смогли исцелить одного болящего человека. И обратились к своему учителю, что вот, Господи, у нас ничего не получается, хотя Ты дал нам такую силу. И Христос сказал: «О, род неверный, доколе будут терпеть нас», имея в виду ту бесовскую силу, которая наслала на этого человека. Что ты сказал? Я, может быть, сам расскажу. Я тебя послушаю. Нет, ты здесь. А почему он не мог исцелить? Господь сказал: «Я не умею». Почему? Народ сей изгоняется только молитвой и постом. То есть, какую молитву? Молитва – это есть обращение к Богу. А пост – это есть воздержание от всякого зла. Вот даже, вот маленькие дети. Им трудно воздерживаться. Что в голову пришло, то и говорит. Куда хочет, туда и ему нравится эхо в храме. Он начинает так. Для этого нужно взрослых, чтобы его учить. Учить воздерживаться. Потому что Богу угодно, чтобы каждый человек делал не то, что ему хочется, а только то, что Бог хочет. Потому что иногда у человека возникает желание кого-то взять. Или взять что-то чужое. Или кого-то страшно обругать. И если человек не научился воздержанию, он никогда не сможет стать христианином. Поэтому мы должны и детей своих учить. И воздержанию, и молитве. Что во всех этих трудных состояниях, болезнь, когда какие-то трудности в семейной жизни или у разборки, первое, что нужно сделать, это обратиться к молитве. И вот если у нас будет напоминаться, тогда мы сможем постепенно превратиться в христиан. В противном случае мы никогда ими не станем, даже если будем по 50 лет ходить. То должен быть обязательно результат. И вот очень две важные вот эти заповеди Христова. Это нам хорошо запомнить. Всякий род бесовский в наших сердцах изгоняется молитвой и постом. Благословение Господне на вас, такой благодатью человека любит. Всегда не пристаивайте веков.